Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Здравствуйте вам. Здравствуйте, здравствуйте. Как ваши дела? О чем общаетесь Ну, здесь? у нас все хорошо. Общайтесь на вольную тему, предлагайте обсудим. Да, слушайте, а вы случайно не ежик, где? Не, я Или таежник. я ошибся? Я таежник. А таежник, во! Совершенно верно. Я смотрю, лицо знакомое, а заставка немножко не та. Ну, да бог с ним. Ну, Что да, такое? заставка должна быть не та, по идее. Я понял. Но я тут ради интереса спрашиваю, так через одного отвечаю, через одного нет. Мгм. А вот русский мир, русская правда. Что же такое русская правда? Русская правда? Ну, это когда делаются деяния от сердца, как сердце велит. Понятно. Ну, если предмет русская правда, наверное, знаете, да? Не То знаю. есть русская правда — это первый свод законов Руси. Ну, это Написано еще Ярославом Мудрым. Да, Ну, это уже почему? когда, да. Любимая Ну, вот фраза «жить по правде». Жить по Там- правде, жить по закону. только неправильно. Вот смотрите, на 2 Как гривнах, неправильно? раньше у той Так, стороны был нарисован князь, ага, свиток, так. и на свитке написано Было такое. «Правда Руська». И они эту гривну Ну, они ж изъяли из оборота, изъяли, я потому знаю. им за это как бы напихивали. Ну, они вообще пишут, где что не попадя, слушайте. Ну да, есть такое, да. На заборе тоже много чего написано. Народ читает, вот это самое, рассказывает. Вот. Так что вот так вот. Ну, хорошо, большое вам спасибо, хороший вы собеседник. Я имею в виду, народ так пугаете, Бывает меня не такое, пугаете. бывает. Ну, как это самое. Я всегда говорю, ну, с одной стороны и жалко, с другой стороны нет. Не знаю даже, как реагировать. Жалко простых жителей, неукушенных, которым это нафиг не надо ничего, ни эта политика, ни эти операции, ничего, которые жили при СССР и не тужили, скажем так. Да, ну, дело в том, что, как один сказал, один из ребят, тоже он блог свой ведет, по-моему, Семченко фамилия, я не помню. У него получилось так, что он сваливал с Украины именно после начала операции. Мгм. И он был пророссийски настроенным депутатом. Ну, так получилось. Мгм. То есть его, по сути, очень многие знали в лицо. И вот он свои заключения, значит, рассказал, как он оттуда сбегал. И, как говорит, люди раскрылись в разные, ну, знаете, как вот, проявили себя по-разному. Кто, говорит, на улице меня видел и бежал к ближайшему менту со словами «вот это он», вот это вот, хватайте его и берите. Или наоборот, тот же самый мент запихивал меня в какой-то угол, говорит, так, пай заткнул, паспорт дал, и стой спокойно. Мимо проходил патруль. Говорит, ты стоял, как этот самый, проверил, говорит, так, мужик, теперь иди вот тут направо, а там налево. Ну Я да, тебя не видел. по-разному. По-разному. Разные люди бывают, но я просто к чему? Большинство из них вообще, ну не то чтобы даже боятся, но они не могут ничего больше говорить. Причем Понятно. это, у меня 2 сестры Мгм. на Украине. Одна ставит свечки, как это сказать, ну, это, потому что я пропутинский, да, Мгм. за упокой. А вторая, наоборот, взяла здравие. дедовские награды и закопала во дворе. Почему? Потому что ее подружки сказали, что ты же держишь награды, а это ж ай-яй-яй. Мгм. Вот так они там и живут. Ну да, всегда там так было. А можно такой вопрос вам один задать? Запросто. А вот Могу, это у вас отвечу. на боковом стекле, это что за наклейка? Это техосмотр или что это? Вот это? Мгм. Да. Yellow sticker, так называемый, годовое
годовой техосмотр. Блин, у нас что-то давно от этого отошли. Раньше тоже клеили, чтобы было видно. Останавливают, подошли, посмотрели, все. Ну, вот сейчас, вот, смотрите, я вам покажу. Вот такая вот игрушка, да, есть фактически в каждой машине. Но это более-менее нормальная электронная. Бывает немножко подопотопнее, там, кнопки, там, еще что-то понятно, такое. да. Ну, в общем-то, эта штука, ее вижу я, ее видит мой начальник, ее видит ближайший мент, Ага. который там сидит. То есть ее все видят, с какой скоростью я езжу. Включить GPS, это же вы понимаете, нажатием клавиши, куда я повернул, где я стал, где я ночую. Вот я, допустим, везу какой-то ценный груз, мне приходит это самое, ты вот стань вот там вот или вот там вот, а мы ж тебя видим, где ты такой красивый. Мало того, эта штука, если я что-то неправильно сделаю, ну там, например, больше, чем надо, смену продолжу и так далее, она мне вообще двигатель заглушит. Ну так вот. Моет. Да, Да, потом может разрешить запустить, но все равно заглушит. понял. А если если не секрет, как давно вы проживаете в Канаде? Да, я проживаю с конца 90-х. Просто почему до сих Уже пор, абориген. почему до сих пор у вас в лексиконе слово мент, а не коп? Это просто интересно. А потому нет, простой ответ, потому что я как был русским человеком, так и остался. Знаете, ну, сами же знаете, вы человек опытный. Не, ну кто-то Человек, наоборот, кто-то вот любит вот это. Вот даже я когда еще на Сойке работал, там была там у нас там такая одна директриса магазина, мы делали ремонт. Она через слово yes, я говорю, что ты мне yes, конечно. Вот, как бы, ну вы понимаете, да, о чем я? ну да, как то же самая шутка, как один мне рассказывал, вот я из, значит, там, с России, из Союза убегал от КГБ. Я говорю, ты точно уверен, что КГБ? У нас была другая организация, называется ОБХСС. Ты от ОБХСС бежал или от КГБ? Это две разные... От КГБ ты бы не убежал, не убежал бы, нет. Да, а они так обижаются. Нет, да что ты, да я вот от КГБ. Я говорю, видел. Знаете, у нас тут было тоже одно время. Но я уезжал вообще с территории Украины, ну, с территории Киева. И почему я уехал? По одной простой причине. Мы тогда только желто-блакитные начали поднимать головы. А мне предложили работу в Канаде, очень неплохую. Поэтому, как же сказала моя жена, увидишь, что будет через 20 лет. Блин, как она была права. Мудрая женщина, мудрая. Именно на тех территориях. Ну вот. Так вот, у нас были даже такие события, приезжали охотники за головами. Ну, только все в костюмчиках с галстучками. Вот у меня там один был приятель, украл слишком много, там определенная сумма, да. Приехали, но не братва, а очень интеллигентные люди. Сказали, ну что, мы тебе дом оставляем, там пару машин оставляем, а все остальное, будь добр, верни. Иначе правительство Канады узнает, где ты их взял. Вернее, награбленное, да, в мозолистые руки, да? Да, и тебя все равно это заберут. Но как вот было с Пашей Лазаренко с Украины, да? Убежал в Штаты, его там арестовали, ограбили, оставили на пожить, а все остальное забрали. То же самое здесь. Поэтому что вы думаете? Нет? Работают, ребята. Да, вернул, все. Ну, это уже прошло, потому что все, понятно. которые столько следов поставляли, уже раскошелились. Закончились. А так вообще, да, одноклассники закончились. Да. Удаляй, говорит, одноклассники, что такое, говорит, да закончились. Да, ну вообще я вам скажу так, что Канада это северная страна, здесь люди немножко добрее, как на жизнь смотрят ширше, с людьми помягче. Поэтому все эти американские приколы нам думаете, самим не очень нравятся. Чем это обусловлено? Вот? Севером. Я считаю, что это обусловлено севером. Согласен с вами в корне, потому что я сам родился, 17 лет прожил за полярным кругом. И там люди, там понимают, что если, не дай бог что, в одиночку ты не выживешь. Только взаимовыручка и все, а по-другому никак. Ну вот если идет снег, если зима, такого нет. Если машина остановилась,
следующий же станет и начнет ему помогать. Мало того, у нас есть такое движение интересное. Ну, как движение? Это все они волонтеры, им выдают машины, город выдает машину, там этот чай, запас топлива, там, ну, такое вот. И по всем дорогам, где есть движение, они просто ездят. То есть каждый там час он проезжает, если где-то ты стал, что-то с тобой случилось, тебя Ну, в это машину классно. и до ближайшего жилья Ну, это классно, привезут, чтобы не во замерз всяком человек, случае. там, не повредился. Там. Ну, классно, не Да, замерз, не дай бог. это есть. Ну, и канадцы вообще не такие, как это сказать, как медведи, такие вот неповоротливые, как там, улыбчивые в душе, нормальные. Лохматые, Вот добрые и Америка, теплые, да? да, да. Вот Америка, допустим, она пытается переплавить всех под великую цель, кто там. Непонятно, империя непонятно кого, да? А Канада, вот чем она отличается очень сильно от Америки, это более социальная страна. Здесь приветствуются твои отличия, твой социум. Например, у нас же этих общин, как это там, китайская, русская, украинская, там, я не знаю, их столько, по-моему, со всего мира, каждой твари по паре. То есть есть все. Ну вот пытаемся ужиться вместе. Север помогает. Дедушка Мороз, так сказать, взял за ручки и вокруг елочки обвел, и все подружились, все хорошо. Ну, Так согласен, сказать, тут да. пытаются не драться. Ну да, скорее Ну, всего, а так и так есть. вообще... Кстати, еще один интересный момент, я так делюсь чем. По поводу украинцев в Канаде. И потом будет украинско-местный анекдот. Тоже вам Да, понравится. конечно. Откуда, как вы думаете, появились украинцы в Канаде? Ну, говорят, большая диаспора, действительно большая. Они действительно много сделали для Канады. Я имею в виду, вот, ну, как вы думаете, вот когда они появились? Ну, ваше Ну, мнение. я думаю, после 45-го года. Мнение ошибочное. Может быть и так. Я по-доброму, я не по-злому, я по-доброму. Дело в том, что первые переселенцы приехали, оказывается, при Кате II, Екатерине II. Причем После это была того, самая Понял, Да, понял, вот я совершенно верно. понял. Самая массовая эмиграция была именно тогда. Екатерина, уже, ты была конечно, не после права, да? Да. Допустим, конечно, после 45-го года, конечно, после революции там приезжали всякие ребята, да. То есть, но это не те, которые в действительности представляют собой, это называется так, агрессивное меньшинство, как сейчас на Украине. Мгм. А на самом деле, вот у меня через несколько домов живет бабка с деткой. Вот они потомки тех самых украинцев, которые приехали сюда. Мгм. І ми так з ним беседуем, но они розмовляють на українській мові или по-английски. То есть Мгм. оба языка для них родные. Как. Мгм. И вот они не знают русского, но они знают два выражения, от которого я сразу прозрел. Как там? Россия матушка Мгм. и царица-матушка, или как там Екатерину называли? Ну да. Царица-матушка, по-моему, вот эти два выражения они четко знают. И ничего против русских они не имеют вообще, от слова совсем. Вот это самая многочисленная здесь диаспора. Есть другая, вы правы абсолютно, если скажете, что есть, их таких много, но говорится, больше половины нормально. Мгм. Я их не защищаю, но просто Не, люди живут своей в жизнью. любой как стране говорится. есть люди нормальные, есть люди не очень, скажем так. Ну, в любой стране Да. хватает и завернутых, и нормально. Да, ну, украинский анекдот. Лежат два кума на сеновале. Мгм. Выпили рабочий полдень, жарища, выпили там по чарочке, съели там курочку, чесночок, там, значит, ну, улеглись, лежат на сеновале, значит, смотрят, летит какой-то кукурузник через поляну, делает мертвую петлю, врезается в туалет типа сортир вдребезги, говно разлетелось, все это самое, один другому почухивая пузо,
Куме, ти глянь, яка страна, такі теракти. Вот Это, мне как-то некоторым украинцам рассказываю, они обижаются. Я говорю, ну, что обижаться? Все сказано. такой вопрос. Можно будет с вами ролик выставить? Можно, пожалуйста. Потому что Можно. интересная беседа. А вот еще такой вопрос. А у вас были такие случаи, что когда вот человек приехал к вам там жить, не ужился и уехал? Да, это хороший вопрос, отвечу. Из моего только окружения 3 или 4 человека уезжают. Причем не потому, что не уживаются. Они уживают, потому что пора возвращаться домой. М. Не, я просто в каком плане? Вот я То когда, есть, я просто объясню, да? Я когда жил на севере, вот когда прилетали молодые бортмеханики, вторые пилоты, мы называли там Москва, ну вот это, да? Европейская часть России, мы мгм, называли материк. Вот он приехал с материка. Если в первую зиму, когда даванию там 50-55, если он берет отпуск, он обратно уже не возвращается почему-то. А если не, есть и перезимовал, такие, перелетовал, то все. Если лето пробыл, север затягивает, ну, по большому счету, и природа, и ну все. есть и такие, которые не... Ну, вообще, иммиграция – это штука тяжелая. Плюс еще климат. Климат плюс иммиграция. Это двойной напряг. И я вам скажу так, очень много семей разводится. Очень много. Вот, ну, допустим, я Вот, редкое исключение со своей женой. вот. Очень много людей разводятся, очень много попадают в такие, знаете, ну, жизненные обстоятельства, опускаются руки, и там, значит, был нормальным парнем, стал там непонятно кем, понимаете? Ну, в Вот. смысле, то есть это, ну, иммиграция это вообще штука такая, капитализм он с железными зубами, тут ничего не сделаешь. Ну, в принципе, ну Поэтому, вот, да, я еще этот фактор не учел. Да, во-первых, идет препон, если незнание языка, это раз, да? Во-вторых, незнание законов, и незнание уклада быта, то есть традиции, т.д. и т.п., да? Там праздники, как праздник, ну, наверное, да. ну, а если взять, что некоторые приезжают и говорят, я для такой работы не создан. Вот я, например, А, есть и такие, я уехал, а, я закончил свое время когда-то, ну, в той жизни, Академию связи в те года по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи. В те обалдеть. года В те года это было для наших территорий, это для местных территорий это было что-то современнейшее. Вот, допустим, я закончил в Киеве, Ага, академию. ну-ну. И поэтому я, в общем-то, меня и пригласили, меня не как трак-драйвера пригласили работать, меня пригласили как А, помощника инженера работать. понял. И я поэтому сюда приехал, в общем-то, это самое, то есть, ну, поначалу работал, а это уже вторая профессия, это уже Ну, я понимаю. когда... А такой смежный вопрос. То есть вы уже тогда английский язык знали технически или нет? Технически, конечно, знал. Ну тогда да. Конечно. Тогда проще было намного. Безусловно. Как говорит один мой товарищ, говорит, ядерные реакторы, они работают на одном языке. Вот почему Украина не может справиться с ядерными реакторами? Потому что они работают по-русски. Технический язык По-украински русский. оно не написано. Да, не написано, как оно работает. А если ты, не дай бог, попытаешься им управлять по украинской методичке, то это может закончиться очень плохо. Ну, видели, да, был пример такой плачевный. Да, то же самое, почему самолеты не летают по украинским методичкам. Та же самая история. Вот Ну, почему они не летают? Потому что Антонов строил свой самолет, да, он строил. У меня теща там работала, КБ Антонова. Ну, правда, не инженером, но это самое. Вот строили, там были другие люди. Как только началось это все, они уехали то кто в Россию, кто за границу. Они так бах и ну, исчезли. были А то, что там высоко осталось, квалифицированные специалисты и именно в узком профиле. и то, что тех, кто там остался, их лучше было к мне и не пускать. Ну, так вот, по большому Такой, счету. проект сгубили.
Аппарат хороший. Не, ну ничего, построить заново. Ну, Чё, уже и там больше все не знаю. есть. Буран он строили. До сих пор есть. С этого. У меня когда-то дядька мой, дай бог ему это самое, Мгм. он работал на пуском заводе, там отливали вот эти пластинки, которые на буран лепились. Мгм. Хороший термос, до сих пор тепло держит. Сколько лет прошло? У меня О, ребята пишут, какой работяги, интересный... ну, У меня ребята пишут, какой интересный собеседник. Если слушать, уважение ему и здоровья. ну, спасибо на добром слове, спасибо на Не добром гвоздя слове. вам, не Но жезла, вообще ребята, я желаю. просто... Спасибо на добром слове. Не, ребят, Ну, ну и там, я там, просто там хотел жезл, сказать, вон что... он этот уже в электронном виде, там уже не забалуешь, там этот жезл уже не нужен, по большому счету-то. Нет, там действительно, да, мне не нужен, а захочет остановить, он меня остановит. Я нарушу там, а он меня остановит через 50 километров. Со словами, парень, ты там нарушил. Я начну рассказывать, что тебе показалось. Не, говорит, у тебя в машинке Посмотри, все написано. посмотри, да? Факты налицо, да. Ну, И не интересно, ну, удалишь, не блин, дает. ну, специалистов наших нет, наши бы расковыряли что-нибудь. Да. Ну, просто этим наши не озадачивались, знаешь как. Это наши люди еще этим не озадачились. Если озадачатся, может, найдут какое-то противоядие. Ну, нет, вот, ну, Поэтому нету наш вообще такого. человек, Да, 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 да. я вообще за наших, у меня гордость, вот это самое. Я всегда рассказываю одну вещь очень... ну, ни для кого не секрет, все знают, что такое в Нью-Йорке Брайтон-Бич, да? Мгм. Что там живут все русскоязычные люди, я Да, скажу это да, так, да, да, да? да. Вот когда в Америке было Black Lives Matter, ну, эти черненькие там бегали, там протестовали против Мгм. чего-то там и так далее. Вы знаете, что полиция защищала этих демонстрантов Мгм. от, как у нас говорят, Мони и Изи, которые взяли по калашу и стали возле своих аптек. Мгм. Это я слышал. Все честно. Да, все честно, со словами, ты туда не ходи, там crazy Russians. Не-не-не. Мы за твою жизнь ответственны не несем. Они разворачивали и уходили. Потом у меня был один приятель, ну как, такой черненький, такой вот, Джамайки, такой, как на Мгм. шарнирах. Мгм. Ну, он такой полукриминальный элемент, ну, непонятный, мутный какой-то. Я ему говорю, слушай, а что вы, говорю, вот русских так боитесь? Они боятся реально. Стоит заматериться, то есть сразу понимает, кто ты, и сразу так, ну, не то, что там пригибается, нет, там, в стороночку и так тихонько стоят. Я у него спросил, говорю, почему? Он говорит, ты понимаешь, вот я, говорит, вы единственная нация, которая, вот я с тобой разговариваю сейчас, я, говорит, не знаю, чем для меня этот разговор закончится. Он может закончиться чем угодно. Ты можешь достать, я говорю, ну варианты какие? Ты можешь достать пистолет, калаш, дать в морду, налить водки и пригласить меня в кабак. Варианты совершенно разные. Причем, говорит, что ты сделаешь, я по тебе понять не могу. Поэтому, говорит, вот мы идем с тобой, да, вот я знаю, что ты русский, я иду с тобой по одной улице, я перейду на другую сторону. Ты иди себе, я себе. Это есть такой анекдот, говорит, что, говорит, приходит там этот американец, побитый весь. Что, говорит, случилось? Говорит, блин, говорит, странные эти русские, вчера с ними выпивал. Весь вечер они мне доказывают, что моя страна, ну, дерьмо. Весь вечер, говорит. А когда я согласился, они мне взяли морду набили. Все правильно, это вот это сам. Причем американцы, у меня есть два кореша очень классных. Как ты думаешь, я с ними познакомился? По старой русской традиции. Мне не Ну, да. понравился что-то в его взгляде, ему не понравилось что-то в моем. Мы с ним друг другу морды набили. Это было в Техасе. Теперь я к нему езжу, у него свое Ну, стрельбище. потом выпили по рюмахе и все. Да. А второй у меня такой же был бывший этот самый морпех американский. Второй во Флориде живет. Так что я так езжу. Не, а вот по поводу... То к одному, то ко второму. По поводу тоже, вот почему афроамериканцы боятся даже выходцев, не то что русских, а выходцев из СССР. У меня есть был, не помню, ролик на канале остался, 5 стволов.
Ну, он такой веселый парень, постоянно в тельняшке, где там во Флориде живет, или не помню, где Шварценеггер живет на постоянку. Он говорит, сосед там где-то между ними. Не Флорида, это, господи, Калифорния. Да. Калифорния. И он говорит, а у меня, говорит, 5 стволов дома. Пусть вот, говорит, сейчас будут погромы, пусть они ко мне придут. И он реально показал 5 стволов. Потом встречаю, говорит, что там, как ты 5 стволов? Он говорит, уже не 5, уже 7. Я, говорит, всю семью вооружаю потихоньку. Да, да, говорит, а как по-другому? Не, ну, у меня 2. У меня 2. А дом, ну, ты меня извини, конечно, дом это как вот в боевиках показывают. Там, знаешь, бежит, бах, и сквозь стену пробежал. И побежал. Ну, вот это такие вот нормальные дома в Америке. В Америке и в Канаде. Это действительно так. Поэтому приходится запасаться. Они тепло держат хоть? Нет, теплые дома. Да, держит. Они, Ну, это как сэндвич-панели канадцы или на как севере. это? Как сэндвич-панель или как это технология строительства, просто интересно. Получается, коробка в середине идет стекловато. Если очень грубо. Я понял. Ну, полая сэндвич. коробка, ее туда вставляется стекловато. Канадцы даже очень многие в Сибири, на севере строили эти домики. Они классные. Но до одного момента, пока есть газ и есть электроэнергия. Да. Как только оно исчезает, вот у нас была хохма, вернее, это, начали переходить, значит, север Канады стали пытаться перевести на зеленую энергетику. Там понаставляли пропеллеров всяких и так далее. Но случился ледяной дождь. Эти пропеллеры просто заклинило, Бинго. и они остановились. Бинго. После этого мэры нормальных городов сказали, знаете что, ребята, мы со своей зеленой энергетикой куда-нибудь туда, чтобы мне армию не пришлось вызывать, там людей спасать и так далее. У меня в каждом доме есть газ, в каждом доме есть электроэнергия, в каждом доме есть вода самотеком. Вот еще такой вопрос. У вас отопление газовое в основном или все-таки электричество? Есть газовое, есть электрическое. Понял. Есть через котел, У меня лично дома, я живу в Торонто, у меня газовое. Где-то там, допустим, там, где тяжело газ подвести, они проводят электроэнергию. Но провели электроэнергию, любой уважающий тут же ставит дизель-генератор. Это понятно. Уже минус 40, оно как-то не очень так, это хочется квасу, хочется как-то в тепле посидеть. А еще такой вопрос. А вот это плиты готовить, вот это кухонные, у вас газовые или электрические? Есть и так, и так, и так. И так, и так. У меня, допустим, электрическая. Можно, то есть газ приходит, ты можешь себе заказать, тебе придут, сделают, в плите проведут просто газовую трубу, и ты ставь себе такую. Ну, я не знаю, как-то жена уже привыкла к этой электрической, и так оно и осталось. Не, просто я что спрашиваю, у нас на севере в основном вот это все было, ну, отопление было центральное, конечно, было котельное, ну, уголь, вот это все. А вот это все остальное, только газа не было, от слова, ну, нецелесообразно было тянуть, да и сейчас не надо этого делать, я думаю. Ну, когда минус 57, там, за бортом, там, пару месяцев давит, там, ну, не пару, но месяц преувеличил, ну, все равно как-то не камильфо. У нас же жизнь в Канаде, у нас на юге сосредоточена. То есть у нас 1000 километров примерно от Торонто начинается зона холода. Там просто холодно. А вот и сколько там чуть дальше уже вечная мерзлота. Ну, люди попадаются еще до 1000 километров. После этого это прииски, это буровые, добытчики только ходят туда. Добыча. Ну, прикольно, да. Только завербовался и сходил, проездился по льду, то есть, дороги нет от слова совсем. Просто вот выходишь на речку. По зимнику. Да, по зимнику туда и по зимнику обратно. Вот я успел один раз улице съездить, после этого сказал, ребята, я не до такой степени северный человек. Да, это прошел. Это тяжело, это очень тяжелый труд, очень тяжелый. Хотя там за 3 месяца ты получаешь зарплату в принципе как за год. Ну, там эти 3 месяца надо суметь выжить.
Да, совершенно верно. Я просто смотрел, Совершенно когда это вот верно. И видео показывали американцам наши, да, там в Якутии перед тем, как выехать, резину обливают бензином, поджигают, она согревается, чтобы она не лопнула, потому что она уже стеклянная практически. И в путь, и говорит, да вы что, no, мы так не хотим. греть этот самый, греть с помощью паяльной лампы. Ну, этот есть Ну, же этот. греют. Да, сейчас поставлю Когда ролик. согреет, еще нормально. Поставлю ролик, как это там взяли. Прикол с итальянцем, когда типа, говорит, как якуты вот эту машину греют, говорит, а зачем им ехать? Говорит, они, говорит, холодильник везут. В минус 50. Сейчас поставлю ролик, пусть ребята поджут. Слушай, а греться же можно, вот когда едет этот холодильник, жрачку везет, там, допустим, стоит 0 градусов, да, или там Да, минус 2, а на улице минус 50. Заходи в холодильник, грейся. О, да, есть так. Ну, тоже такие приколюхи, конечно. Слышь, говорит, у вас что там, как в Якутске погода? Говорит, да минус 15. Странно, говорит, а говорили минус 57. Да то ж на улице. А тут дома минус 15. ну, у нас есть еще одна приколюха, как ты говоришь, хорошая. Вот я первый раз столкнулся, никогда до этого не знал, что бывает. Значит, feels like, ну это, вот, допустим, минус 15, feels like минус 25. Мгм, То есть из области термометр ты видишь минус 15, мгм. а по ощущаемости как минус Я понял, 25. Это когда ты выходишь, да, и когда ты выходишь из дому, лучше послушать прогноз погоды. Там тебя хоть просветят, на что тебе надо надеяться и Мгм. верить. Почему? Потому что, знаешь, 0, а feels like минус 10, оно разница Ну, большая. конечно, ничего себе, конечно. Да. Или бывает тоже приколюхи, я такие видел 2. Но лично сам застал в Канаде за столько лет. Утром я выходил на работу, было в Торонто минус 25. В обед у меня было, я не шучу, плюс 22. Мгм. То есть я полностью снял в тенниске. Вокруг эти сугробы, все классно. Единственный момент. На солнышке, во. Да, Но как только ты встал в тень, в тенек. как попал в холодильник. Да, есть такое, есть Потом, такое. а вечером было опять минус 25. Да, есть такое. Согласен. Так, погода пошутила, и, в общем-то, А у вас ну, есть так такое, вообще допустим, нормально. вот как у нас всегда, я всегда говорю, чем отличается человек, живущий на севере, от человека, живущего на юге? Чем отличается? Говорильный. Северному всегда есть что с себя снять. Я говорю, Ну, это я да. говорю, И я говорит много. у пареного никогда не видел, а замерзших, Да, как в том анекдоте, тушканчик, Мгм. это самое, встречает верблюда в пустыне, говорит, верблюд, слушай, как говорит, верблюд на него смотрит, весь там потом изливается, а тушканчик нормально говорит, слушай, а как ты вот так вот, мне жарко, а тебе нет? Это очень просто. Ты же вот там, у тебя там 4 лапы, да, ты там раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. У меня 2, я, значит, попрыгал быстро на скорости. Меня ветер обдувает, ну я, значит, и не так жарко, и все классно. Верблюд, блин, посмотрел, думает, ладно, ломанулся, побежал. Тушканчик попрыгал следом, блин. Там через километр лежит верблюд, уже Богу душу отдал. Тушканчик мимо прыгает, да, блин, наверное, переборщил парень, замерз. Замерз, говорит, собака. Ну да, классно анекдот. Ну там чуть другие есть Так что вот так. интерпретации, но смысл один и тот же. Ладненько, не буду вас дальше отвлекать. Спасибо вам Вам огромное за тоже всего общение, хорошего. за позитив. И вам спасибо. Мира, добра, здоровья, удачи, с наступающими. Всего-всего самого То же наилучшего. самое. И вам хорошего. Да. Всего Спасибо. хорошего. Хороший дядька. Если что,